В зале руководителей министерств и профильных ведомств глава республики Махмуд Али Калиматов особое внимание уделяет экологическому состоянию региона. В Ингушетии до конца 2026 года заработает полигон коммунальных отходов. Проект предусматривает обработку, утилизацию, переработку и размещение твердых отходов, что станет важным шагом для экологического развития республики. Махмуд Али Калиматов отметил, что этот вопрос нужно держать на контроле. Вы же знаете технологию. Дренаж должен быть, отводы должны быть, там много вещей, составляющих. Но наведите там порядок, чтобы свалкой можно было. Проект готов? Да, проект готов. Сейчас общественное слушание. Скажите, та фирма, организация, это которая там была, в Москве? Да. Она же, да? Скажите тогда вот для народа, когда у нас будет свалка? 26-й год. 26-й год. Махмуд Али Калиматов еженедельное совещание в правительстве проводит в другом формате. Глава сразу обозначил, что недоволен работой и личной ответственностью муниципалитетов и высказывает свою точку зрения относительно их работы. В частности, экологическое состояние городов и районов. Муниципалитеты несут ответственность за чистоту на своем участке. Министр природных ресурсов. Я сегодня задал ему вопрос. Магаз 15 свалок, несанкционированных. Сунжа 14, Назрань 8, Малгобек 1, ну ладно, Карабулак там. Сунжский район 20 свалок. В Назранском районе 29, 23 свалки, Малгобекский район. Вот о чем люди говорят. Кто глава района сельского поселения провел у себя, волонтеров взял, администрация вышел, речки, улицы. Ни разу я не видел, а у нас министерство организовывает, вот комитет по молодежи, а вы что? Вы не можете раз в месяц всех своих выгнать, там, замов, помов, глав собрать? Я не думаю, что против будет и старшеклассники там сказать, давайте вот здесь соберем мусор, там соберем. Единственное, что нужно сделать с министерством, согласуйте, чтобы куда их вывести, и транспорт сами организуйте, а если кто-то может, вам поможет. Далее глава республики выделил в числе приоритетных еще один вопрос – подготовку к 80-летию со дня Великой Победы. Махмуд Али Калиматов поручил всем министерствам и ведомствам провести работу на высшем уровне, ответственно подойти ко всем мероприятиям, которые будут посвящены юбилейной дате. День Победы – праздник, который был и остается одним из самых значимых для нас. И сегодня наша страна вновь борется за справедливость и победу, которая будет за нами. Важно говорить о наших земляках, которые совершали и совершают подвиги, отметил глава республики. Это значимо для нас, потому что у нас сегодня ребята погибают. У нас сегодня идет СВО. И у нас много вопросов. Надеюсь, какие-то вопросы есть, значит, военком там, это, если нужно, исторические, в архивы лезьте, с МВД архивные там какие-то есть вопросы, которые у нас были, фронтовики. То есть я хотел бы, чтобы телевидение, наша информационная составляющая, значит, возьмите, покопайтесь, идеи давайте. Еще один важный вопрос – оказание гуманитарной помощи населению Курской области. В Ингушетии пострадавшим жителям собрали порядка 20 тонн груза. По поручению главы республики Махмуда Али Калиматова помощь будет отправлена до конца этой недели. В состав груза вошли продукты первой необходимости, теплая одежда, продукция быстрого приготовления и длительного хранения. Более 500 паровых, которые способны поконно надлежащим образом. Все, без исключения, органы исполнительной власти и местного самоуправления активно включились в сбор гуманитарной помощи. По всем ключевым направлениям еженедельного совещания глава республики дал соответствующие поручения и определил время до 1 декабря. Рина Сычуева, Сулейман Косоев, Молдгири Ахильгов, Магаз 24.